золотые медали и оригинальные шахматы ждут своих победителей, которые станут известны уже скоро. В региональном этапе всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» принимает участие 9 команд. Все в этом зале игроки, победители муниципальных этапов. По правилам, в «Белой ладье» участвуют школьники не старше 14 лет. Соревнования проходят в несколько этапов. В каждой группе по 4 игрока. Обязательное условие для участия: в команде должна быть одна девочка. Принести сегодня победу для своей школы номер 1 города Сужи намерена вице-чемпионка СКФО и победительница отборочного тура чемпионата России Зинаида Даурбекова. Я думаю, скорее всего, мы будем в тройке. То есть мы вообще долго готовились к этому соревнованию, потому что когда моя сестра еще с младшей не очень хорошо играла, я сидела на 4-й доске, и шансов было не очень много. Мы делали ничьи. А сейчас вроде побольше. У каждого игрока в зале есть определенные успехи. Без сомнения можно сказать, что это лучшие юные шахматисты республики. Сулейман Горчханов 4 года начал изучать шахматы. В 6 лет начал выигрывать турниры. На соревнованиях представляет гимназию Назрани. Соперники нормальные попадались, хорошие. И вторую партию я очень легко выиграла. А первую нет, я проиграл ее. Но нормально боролся. Надеешься сегодня выиграть, поехать? Надеюсь, да, очень. Я люблю играть больше за белых, потому что у них лишний темп. Темп – это лишний ход. Они быстрее начинают развиваться. Можем показать. Е4, Е5, конь F3. Они быстрее напали на пешку, и черным приходится защищать ее конь С6. Чаще всего так играют. Всероссийский турнир «Белая ладья» состоит из 3 частей – школьной, муниципальной и региональной. Здесь Малгобек, Карабулак, Суджа и Магаз. Шахматы в нашей республике с каждым годом становятся востребованными. Лидируют сегодня по результатам первых 3 туров Малгобек и Магаз. Но с каждой новой партией цифры меняются. Результаты у детей намного лучше, чем были в предыдущих. Они заинтересованы, они уже мотивированы. Дети, которые здесь играют, они очень хорошие, подготовленные. У них очень большой интерес к этому, потому что после этого регионального этапа они поедут играть в всероссийском, следующий этап, он будет проходить в Туапсе. Да, поэтому они все очень заточены на хороший результат, на первое место. Победители поедут играть дальше. Всего 7 туров. 15 плюс 10 каждому. То есть делаете ход, добавляется 10 секунд. На каждый ход добавляется по 10 секунд. Важно сосредоточиться, не волноваться, не переживать. Играя за себя лично, переживаний бывает намного меньше. А когда играешь за команду, приходится думать, как сыграет мой напарник на 2-й доске, на 3-й доске. Поэтому волнение бывает чуть больше. То есть приходится переживать в целом за команду. Оценивают участников профессиональные судьи, шахматисты. Линейные следят за чистотой игры. Главный судья определяет победу по общему результату. Alhamdulillah, kot buluş, kışkamaj, halışki, iştiyatsı bahaj, diyemetik iş hayahaj diklot ve beriş. Kahek treneriş, kahek beriş, kahek, alhamdulillah. «Белая ладья» – самый знаменитый детский шахматный турнир в России. Первые игры состоялись еще в 1969 году. Эти соревнования наряду с кожаным мячом и золотой шайбой были одними из самых востребованных видов спорта среди детей. С каждым годом «Белая ладья» затягивает еще больше школьников. Повышается география проведения и престиж соревнований. Победители регионального этапа представят Ингушетию на всероссийских турнирах, которые пройдут в июне в Краснодарском крае. Ну а организаторов соревнований Федерация шахмат региона наградила дипломами и благодарностями. Рина Цичоева, Рамзан Зурабов, Новости 24.